Празднование 30-летия Конституции проведут на государственном уровне. Впервые в этом году в городах страны пройдут патриотические мероприятия «Круглые столы». Также на побережье озера Иссык-Куль состоится международная конференция. В ней примут участие порядка 25 делегаций из иностранных органов конституционного контроля. В рамках проведения этого года будут заложено очень-очень много мероприятий, начиная со школы, да, для учеников начальных классов будут посвящены какие-то часы о том, что есть Конституция, что значит она для гражданина. Подобного рода будут мероприятия и для студентов. Нам очень важно передавать, скажем так, нашим следующим поколениям историю развития конституционализма. Конституция – это высший нормативно-правовой акт, который закрепляет государственное устройство нашей страны, регулирует образование всех органов власти и систему госуправления, а также определяет права и свободы человека и гражданина Кыргызской Республики. Почти за 30 лет со дня принятия основного закона страны в Конституцию вносили изменения или дополнения 10 раз. Принятие новой редакции было в 2021 году. Я скажу, что самое важное, важно, что мы сохранили именно 5 мая как день празднования Конституции, хотя, как общеизвестно, что было принято множество. Мы не будем сейчас говорить конкретно сколько и когда и почему. Множество было внесено изменений в нашу Конституцию, но ценность ее заключается в том, что именно основные принципы построения государственной власти, демократическое, правовое устройство нашей страны, оно было заложено именно в Конституции 1993 года. В этом году исполняется ровно 30 лет со дня принятия Конституции. 5 мая 1993 года на сессии Верховного Совета, известного как легендарный парламент, была принята редакция новой Конституции. На обсуждение принятия основного закона потребовалось 2 года. Конституция является одним из самых эффективных инструментов для защиты прав и свобод человека. Почему? Потому что именно все начинается с Конституции. Конституция является основным законом, который содержит в себе принципы, подходы, которые гарантии, можно сказать, защиты прав и свобод человека. Именно Конституция выступает неким зонтиком, если можем сказать, для защиты прав и свобод наших граждан. Почему? Потому что, во-первых, в нем четко определены, какие права гарантируются, какие права защищаются, и, соответственно, все гарантии, скажем, реализации этих прав и свобод граждан. В целях укрепления гарантии конституционной законности в 1990 году первым среди советских республик был создан Конституционный суд Киргизской ССР. С тех пор, как Кыргызстан провозгласил свою независимость и принял свою конституцию 5 мая 1993 года, Конституционный суд был определен как высший орган судебной власти по защите Конституции. Общественно-политические изменения в стране привели к приостановке деятельности Конституционного суда 7 апреля 2010 года. Мы должны понимать, что Конституция – это не просто основной закон страны, это системообразующий документ. Это документ, который вобрал в себя все ценности, которые мы пришли на данный период развития нашего общества, нашего народа. И все эти ценности, они утверждены в Конституции. И все цели, к чему мы идем и к чему мы должны прийти, они тоже утверждены. Для этого, знаете, всю Конституцию даже читать не нужно. Для этого достаточно прочитать преамбулу Конституции, которая очень четко и ясно провозглашает, к чему мы идем, и к чему мы должны прийти, и для чего мы принимаем эту Конституцию. Мы должны понимать, что это самый важный документ в жизни нашей страны, нашего государства. Гарантом Конституции и прописанных в ней положений является президент Кыргызской Республики. Текст присяги, который глава государства произносит на инаугурации, тоже записан в основном законе. Как отметил президент Садыр Джапаров, принцип разделения властей начал действовать только тогда, когда Конституционный суд был восстановлен и усилил свои полномочия. Даяна Джумабекова, Рыскельдык Кукульбеков, Ала-То 24.